Отказ от приема новых купюр теперь будет считаться противоправным действием, ущемляющим права потребителей. Мера, можно сказать, вынужденная, говорят в Роспотребнадзоре. В России продавцы зачастую отказываются принимать банкноты номиналом 2200 рублей, поэтому в ведомстве открыли горячую линию. В любом случае это нарушение. Если такие факты будут выявляться на территории республики, пускай люди к нам обращаются, мы будем на эти факты немедленно реагировать и привлекать данных недобросовестных предпринимателей к административной ответственности. В Ингушетии, в отличие от других регионов России, деньги знают, что называется, в лицо. Мы решили проверить это в магазинах. Странно, что вы принимаете, обычно люди отказываются. Конечно. Все новые. Никакого отказа взять купюру в 2000 рублей не было. Вот наша сдача, вот наши покупки. Банковские билеты с изображением Севастополя и Дальнего Востока. На 2000-й купюре изображен космодром Восточный и вантовый мост на острове Русский во Владивостоке через пролив Восточный Босфор. Купюра сама синяя, а вот на другой, 200-рублевой, изображены символы города Севастополя. Красуется памятник затопленным кораблям, а с другой стороны колонны Херсонеса. Купюра зеленая. Все новое всегда непривычно, но продавцам не стоит бояться принимать банкноты, уверяет в Национальном банке. Бояться новых купюр абсолютно бессмысленно, потому что они защищены. Абсолютно новые защитные признаки у них имеются. Например, 2000 это кольцо, которое перемещается под острым углом. Его видно невооруженным глазом. Это сам новый защитный признак. А также 200 рублей имеется. Это голографическая лента, который тоже имеет и микроизображение, который имеет символ рубля. Также 200 рублей, потому что она более низкого номинала и больше ходит в наличном обороте. Она пропитана защитными пропитками и сделана более износостойкого материала, из хлопка. Госзнак создал и мобильное приложение, которое сможет определить, поддельная ли купюра или настоящая. Ведь россияне еще не привыкли к внешнему виду новых купюр и часто сомневаются в их подлинности. У меня вошло в привычку проверять все банковские купюры через приложение. Для новых купюр 200 и 2000 появились новые приложения, и каждый человек может убедиться в подлинности купюр. Новые купюры вошли в оборот в октябре прошлого года. Эмиссия проходила в несколько этапов. Первоначально они поступили в банкоматные и кредитно-кассовые учреждения Дальнего Востока, Крыма и Москвы. Затем денежные знаки равномерно распределились по остальной России. При этом 100-рублевки и тысячные денежные банкноты будут планомерно выводиться из оборота. Валютчики говорят, спрос на новые деньги уже появился. Кстати, 200-рублевые купюры в российской истории уже были. Это их третий выпуск. А вот банкноты 2000 рублей еще никогда не выпускались. Лейла Гайсанова, Рамзан Мержоев. Новости 24.